33 начинающих фермера в этом году получили гранты Минсельхоза Чувашии. Кроме того, господдержка оказана семьям, решившим заняться развитием сельского хозяйства. Среди них Николай Любимов из села Новочелны-Сюрбеево Комсомольского района. Наша съемочная группа побывала на его ферме и выяснила, как аграрий намерен распорядиться государственными деньгами. Хотелось помочь односельчанам, рассказывает Николай Любимов. Местный завод давно развалился, рабочих мест в деревне мало, многие ездят на заработки в Москву. Мужчина решил, что открытие фермы изменит ситуацию к лучшему. Сказано, сделано. В 2013 году Николай купил 10 коров, отремонтировал полы, окна, заменил электропроводку в заброшенных зданиях бывшего колхоза «Красный Октябрь». Дело пошло, и в прошлом году фермер решил увеличить поголовье скота. Так в хозяйстве появились необычные коровы, помесь нашей исконно русской черно-пестрой породы с индийскими зебу. По свойствам коровы более прихотливы, даже к тяжелым условиям содержания, скажем так. Молоко у них более качественное, не болеют лейкозом, маститом не болеют. Этих коров Николай купил в Подмосковье. В придачу к ним взял и бычка. Результат не заставил себя ждать. Больше половины коров уже отелились. На свет появилась даже двойня. Стадо подрастает, увеличиваются и надои. Если зимой одна корова давала 10 литров молока в сутки, то с приходом лета уже 13. Кстати, доить животных теперь можно прямо в поле. Для этого Николай собрал специальное устройство. Доярка заранее готовит муку для коров, работает в коридоре, подготавливает место для входа, дверь сама открывается. Все, деваться некуда корова идет. Идет муку кушать. Все. Кушает, пока кушает. Доильные стойки все там стояли, видели, да, где мойка. Идет дойка. После окончания дойки, вот, еще до рычажный механизм, калитка открывается, корова пошла. А молоко по трубам отправляется в холодильную камеру. Позже его продадут сборщикам. Цена сейчас установилась 16,5 рублей за литр. В будущем Николай Любимов намерен сам заниматься переработкой молока. Он уже запланировал строительство необходимого цеха. На его возведение и пойдут грантовые деньги. Тем более, что местное молоко пользуется популярностью. Молоко на пробу берут, свои же знакомые берут, у кого дети маленькие есть. Даже говорят, что дети, которые молоко простых коров деревенских не пили, от этой коровы с удовольствием пьют. Даже говорят, что это молоко сладковатое. Проверка показала, что жирность у этого молока 4,2, даже 4,3 бывает, и белок повышенный. Николай намерен более активно заниматься и разведением скота. В ближайшие годы довести количество голов на ферме до 200. Виктор Вавилкин, Мария Николаева, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.